Турпотенциал Узбекистана был представлен зарубежным инвесторам в ходе первого международного инвестиционного форума в сфере туризма. Важно отметить, что в рамках мероприятия предусматривались исключительные условия для инвесторов, а именно возможность выделения под конкретные инвестиционные обязательства земельных участков для строительства объектов туристской инфраструктуры без проведения электронных аукционов. Подробнее о форуме далее. Первый международный инвестиционный форум в сфере туризма был организован для расширения международного сотрудничества в сфере развития туризма, привлечения прямых инвестиций и пропаганды туристского потенциала страны среди потенциальных инвесторов и гостей столицы. Он объединил более 300 участников из 48 стран, среди которых инвесторы и представители международных финансовых институтов и организаций туристской сферы, эксперты и специалисты туристической отрасли, руководители крупных отечественных и зарубежных компаний. Как было отмечено в ходе церемонии открытия мероприятия, за 10 месяцев этого года количество иностранных посетителей в Узбекистан составило 4,4 миллиона человек, по сравнению с 2,2 миллионами за аналогичный период 2017 года. До конца года ожидается, что количество иностранных посетителей превысит 5 миллионов человек. Насчет того, что количество зарубежных посетителей в страну удвоилось, это хороший показатель. Думаю, что спрос в стране больше, чем предложение. Нужно расширять инфраструктуру, вкладывать больше в постройку гостиниц. Для этого и организован форум, и главное, что у правительства страны есть стремление развивать эту отрасль. И если оно продолжит в таком же духе, то этот избыток спроса можно будет удовлетворить. Значительным импульсом для развития въездного туризма в Узбекистане стало введение безвизового режима для 18 стран, упрощенного режима получения въездных виз для 50 стран, а также внедрение транзитных виз для 101 страны. На сегодняшний день правительством предпринимаются меры по открытию электронного визового режима для всех стран до конца 2018 года, а также внедрению выдачи дополнительных категорий виз для отдельных групп иностранных граждан, посещающих республику. В частности, Ватандош для уроженцев Узбекистана, академик виза для иностранных лиц, желающих вести научно-исследовательскую и преподавательскую деятельность в стране, медикал виза для иностранных граждан, въезжающих в Узбекистан на лечение, студент виза для иностранных студентов, обучающихся в узбекских вузах, пилигрим виза, паломническая виза и, самое важное для инвесторов, Golden виза, трехлетняя виза с возможностью многократного продления срока пребывания в Узбекистане без выезда за рубеж. Также подчеркивала, что начата проработка вопроса внедрения единой визовой зоны Silk Road виза для туристов, путешествующих по странам Шелкового пути. Кроме того, было рассказано о льготах, предоставленных инвесторам в случае заключения твердых контрактов в рамках форума. По поручению руководства нашей республики, тем инвесторам, которые подпишут инвестиционные соглашения в период проведения данного форума, им предоставляется льгота получить земельный участок для строительства гостиницы по принципу гарантии твердых инвестиций на земельный участок. Это означает, что иностранные инвесторы, которые подпишут подобные соглашения, на них накладывается очень жесткое инвестиционное обязательство по инвестированию в Узбекистан, и в качестве таких гарантий ими будут предоставляться так называемые гарантии исполнения инвестиционного соглашения, так называемый performance bond, на сумму 5% от предполагаемой суммы инвестиций. Либо они должны будут задепонировать 25% от суммы их потенциальной инвестиций в одном из коммерческих банков Узбекистана. Говорилось и о том, что у Узбекистана огромный потенциал в данной сфере, в частности, в горнолыжном виде туризма, но он еще не реализован. У нас огромное количество горных территорий, которые интересны для зарубежных туристов, но, к сожалению, этот потенциал используется абсолютно не на уровне, который мы могли бы. И строительство первого в Узбекистане соответствующего международному уровню горнолыжного курорта Амирсай — это, конечно, только первый шаг. У нас такие же возможности есть по созданию горнолыжных кластеров и курортов и в Заминских горах, и в Кашкадарье, и в Сурхандарье, в Самаркандской области. В ходе форума крупные иностранные инвестиционные компании проявили интерес к развитию совместных проектов в создании различных инфраструктурных туристических объектов в Узбекистане. Мы собираемся привлекать сюда туристов из Сингапура, но сначала нам необходимо инвестировать в туринфраструктуру страны. К примеру, в гостиницы, транспорт, рестораны и бизнес. Также мы собираемся инвестировать в развитие базы данных страны в турсфере. Это очень важно. Для начала размер инвестиций будет не таким уж и большим, от 3 до 5 миллионов долларов.
Но затем, если все пойдет хорошо, мы будем увеличивать эту сумму. После церемонии открытия форума состоялись 3 сессионных заседания на такие темы, как инвестиции в гостиничный бизнес, туриндустрию и логистику, а также смарт-туризм. В ходе них было представлено более 500 инвестиционных проектов со всех регионов Узбекистана, среди которых такие проекты, как свободные туристические зоны Чарвак, Самарканд-Сити, Кадами-Бухаро, малые туристские зоны в Сурхандарийской области, а также проекты Олмазор-Сити и Фаргана-Йоля города Ташкента и многое другое. Среди проектов заявлены гостиничные и торговые комплексы, курортные зоны, оздоровительные центры, тематические парки, рестораны, агротуристические кемпинги и другое. Мероприятие завершилось круглым столом, где участники смогли ознакомиться с каждым из проектов региона в деталях. Добавим, что в ходе второго дня предусмотрено проведение кооперационных бирж в формате B2B и B2G, подписание соглашений и меморандумов о сотрудничестве между инвесторами и местными органами власти на местах, а в третий день посещение регионов республики потенциальными инвесторами.